Доброго времени суток, дорогие наши подписчики, участники нашего проекта. По проекту «Феномен жаз» мы продолжаем серию подкастов. Сегодняшняя наша гостья, долгожданная наша гостья, автор бестселлера «Чемпионы родом из детства» и также блогер Унзила Мумбай. Рада вас поприветствовать. Добро пожаловать. Наш проект направлен на продвижение представителей успешной молодежи, которые добились успеха за годы независимости нашей республики. И отсюда также возникает мой первый вопрос. Ваша книга называется «Чемпионы родом из детства». Какие события вашего детства повлияли на ваше понимание успеха? Ну, в целом я была ориентирована на славу, на успех, наверное, с детства, потому что родилась в такой, может быть, в семье, где у меня отец тоже очень известный в обществе человек. Поэтому для меня было однозначным, я прям даже представляла, что Унзила Мумбай это станет брендом. Мгм. Но тогда все мои представления были вокруг, там, магазин так открою, там, Ага. салон красоты открою и так далее. Но в душе я всегда знала, что я хочу быть известной, Мгм. там, актрисой, президентом и писателем. Писателем я хотела стать уже в Мгм. средней школе, наверное. И мама до сих пор рассказывает, как прочитаю какую-нибудь книгу, рассказ, так сразу у меня первая мысль, вот надо вот так писать. Мгм. То есть почему-то вот с детства у меня было желание. Ну, конечно, потом закончила университет, школу, потом Мгм. поступила в университет в МГИМО и забыла о том, что я хотела, потому Мгм. что как будто бы общество накладывает, Навязали, да? Что-то да, другое. что вот Мгм. надо быть юристом, экономистом, вот эти вот все дела. Стандартно, да. Да, стандартный пакет. И я стала юристом, о чем ни секунды не жалею, но во всем моем пути не было никакого прям конкретного спорта, Мгм. там, не знаю, близости к чемпионам. Вот Мгм. никак не было. Ну, если не считаешь, что я вышла замуж за чемпиона, и была близка в одной кровати. Но в целом я никакого отношения не имела ни к спорту, Мгм. ни к чемпионам. В школе у меня были стабильно справки о том, Мгм. что я не могу Освобождение, да? присутствовать, да, Ага. на физкультуре. В университете я умудрялась писать килограммы рефератов и там, докладов на тему физкультуры, но я никак не могла подумать, что меня приведет жизнь вот в эту стезю. Мгм. Но на самом деле, если вы читали эту книгу, если наши подписчики читали эту книгу, там спорт, он просто как яркий пример того, как добиваются успеха через Мгм. тернии, да. Эта книга относится, ну, ко всем мечтателям, ко всем, кто мечтает об успехе. Поэтому это не обязательно только про спорт, это просто Мгм. на примере спорта. И Мгм. поэтому я и отвечаю на ваш вопрос, как в целом я хотела успеха, в целом я мечтала стать писателем. Для меня это мой спорт. То есть если я не упражняюсь, не делаю Мгм. 35 отжиманий, но для меня это может быть 35 строчек, Мгм. которые я каждый день буду оттачивать, о котором я буду думать, наблюдать, как листья падают, там, не знаю, как люди себя ведут. Для меня это те же самые отжимания, Мгм. тот же самый спорт. И издание моей книги — это была олимпийская мечта моя. То есть это была Мгм. олимпийская медаль. И ваша медаль, да. Да. И здесь сразу следующий вопрос вытекает. Как вы пришли к идее написать данную книгу? Тут нужно отдать должное тому, что это была не моя идея вообще. Мгм. Я написала одну книгу, которая еще не издана. Мгм. И после того, как эта рукопись у меня сформировалась, я была настолько выгоревшая, я настолько устала от этой книги. Это постоянно непрекращающийся монолог в твоей Мгм. голове. Ты в роли одного персонажа, потом другого, со всех сторон пытаешься это все сделать, чтобы получилось не примитивно, не однобоко. Мгм. Потом же ты постоянно читаешь таких маститых писателей, и тебе каждый раз кажется, господи, Как когда ты будто одно и то научишься же. писать Ага. нормально, вот это все это фигня какая-то. И я дошла до такого, видимо, кризиса, вот сдала рукопись, и, видимо, у меня есть какая-то там, не знаю, психологическая проблема, и я не могу вот отдыхать. И я Мгм. такая думаю, ну пока я набираю сил, пока Мгм. я
готова приступить к следующей книге. Выйду-ка я с декрета и пойду на свою работу Мгм. обычную. Отдыхать на работе, да? Отдыхать на работе, да. Я Шикарно. являюсь юристом Мгм. в национальной компании, у меня была хорошая должность а, закупщика. Мгм. Я такая думаю, ну я хакну эту систему. Что там закупки? Это не интеллектуальный труд, я решила тогда. Ага. Что это так, кнопочками открывать, вскрывать все эти конверты, объявлять итоги тендеров, закрывать эти конверты, все И все по... легко, да? И все фигня, да. Ага. И я так приду в себя, я решила. На 5-й день работы я воспламенела от негодований. Почему заставляют меня работать? Я же пришла отдыхать. Оказывается, нужно работать. Надо мной стояли мужчины-начальники. Тут я испытала вот это вот несправедливость Мгм. гендерную не в плане тех вот притязаний некоторых Мгм. женщин, там, не знаю, к должности и так Мгм. далее. Мгм. У меня были претензии такие, ну, скажем так, невысокие. Я хотела вовремя уходить с работы. Я 6 хотела часов вечера. в 7. Ну, в А, 7 ну, хотя бы в заканчивалась, 7. да. Ага. И в 7 же заканчивалась работа садика. Ну, я Ага. предупредила, что садики рядом, в 7:10 я край заберу Окей, да. ребенка, Мгм. да. И меня бесило, что мое руководство мужского Мгм. пола, они не обременены такими заботами, как забирать детей и готовить ужин, И да. они не понимали этого, да? И у Мгм. них все вдохновение появлялось после 6 вечера, когда они притаскивали кипу бумаг и говорили: забиваем срочно. Мгм. Ну вот первые 4 дня я хотела быть хорошей. Я думала, что это мой косяк, что я не расторопная. Мгм. На 5-й день я все. Я сказала: нет, у вас какая-то организация работы слабая. Нужно было это с утра делать, Мгм. потому что в 7 часов я ухожу. Если я в 7 часов не ухожу, мой ребенок попадает в дежурную группу. Мгм. Пожалуйста, я даже не против, чтобы она сидела в дежурной группе. Оплачивайте эту дежурную Ну группу да, вы, без не я. проблем, да. Мгм. Там, получается, каждые 15 минут ты оплачиваешь, я не знаю, 1500, что Ого. ли. Потому что из-за тебя сидит охранник, заведующий и воспитатель. Как бы 3 человека Ого. из-за одного У ребенка. ребенка. Ага. И тут эти начальники, поджав хвосты, не захотели платить. Ого. То есть это вот мои выплески они восприняли, видимо, за гормональные выпады женщины. И даже не Ага. подумали, что я всерьез говорю: оплачивайте. И я начала перевыставлять счет. В общем, Мгм. это было вообще не по-казахски, не по-человечески, вообще не по-коллегски. Э, А это все, видимо, потому что я привыкла работать сама с собой, Мгм. писателем, и сама регулировала и время. Мгм. У меня была ответственность перед собой, перед своей семьей. А тут оказалось, что я не контролирую Мгм. ситуацию. И Мне вот кто-то так приносят контролирует, да. документы, Ага. да, и делай, иначе ты подведешь целую компанию. И вот в этот момент, это такое долгое отступление, в общем, в этот момент я пишу пост. Ну, вот Мгм. все, накипело, я забираю ребенка, прихожу, готовлю эту еду, потому что же мой Не муж тоже успеваете, придет, да. да, Мгм. дети придут. И я понимаю, что я только там к 9 часам могла выдохнуть. То есть весь мой день Мгм. закончился в 9 часов, и я наелась после 9. Я сразу думаю, почему я должна полнеть из-за этого чувака, который вовремя там вышел на 100-500 раз на перекур и Мгм. принес мне работу в 6 часов. Вечером. В общем, у Мгм. меня все это накопилось, что я написала просто пост о том, что вот женщин нужно хотя бы освобождать вовремя, и это Мгм. будет хотя бы та толика уважения к женщинам, чтобы она могла забрать ребенка из садика, Мгм. чтобы у нее и так есть чувство вины перед ребенком, Ребёнком, то, что он в что да, садике, он в да. садике, он самый последний остается там, да, хотя бы законно вот в 7 часов, вот Мгм. тогда делай сам работу, если так, да, или Мгм. оплачивай, да, чтобы хоть как-то был какой-то Логично. компромисс, Мгм. да. И вот это все я пишу в виде поста, и пост начинает уходить в репосты. Видимо, наболело У у всех. женщин, да, особенно. И попадается она на глаза одной девушки, которая, оказывается, искала писателя для одной идеи. Идея была Мгм. чемпионов, Мгм. получается. Это те девушки, две девчонки, ну, их может быть чуть больше, но в целом в основе стоят Мгм. две девчонки, молодые. Кстати, можете тоже пригласить на эту передачу. Им тоже до 35 лет. В общем, это Супер. вот такие вот девчонки, кремень просто, да, Мгм. которые тоже не имеют никакого общего дела со спортом. То есть они не отжимаются, не прыгают, Мгм. не плавают. Ну, если только не фитнес-клубы какие-нибудь. В общем, ничего профессионального спорта, но они всей душой поддерживают спортсменов. Очень Так круто. получилось, что они работают там
квазигосударственном секторе, Ага. государственном секторе, в общем, вот так работали. И по работе они оказывались или были журналистами, освещали вот этих вот победы и поражения наших спортсменов. Ага. И заимели какие-то связи с ними, общение. И у них был вот этот вот прям шиндегі, Мгм. прям как жүрек, вот этот вот, Мгм. как ойылватыр, да, Мгм. жүрегі. Потому что все мы оцениваем по достижениям, Да. по медалям, да. Мгм. И вот если человек выйдет на На Олимпийский пьедестал, помост, да. на Ага. пьедестал, поднимет там Флаг флаг, Казахстана. все, Ага. мы его знаем. Мгм. Примерно на ближайшие 4 года, потом можем тоже забыть, да. Но мы ничего не знаем, что было до этого момента. Какой был Как путь? он Мгм. дошел до этого, как бы до этой вершины, когда Мгм. поднял этот флаг Мгм. и заплакал, да. Ну, мы иногда можем даже обесценить эти Конечно. слезы, да. Мгм. Можем даже Не обесценить понять этот этого. Мгм. спорт, сказать, какой-то непонятный спорт, там Мгм. машутся, там, не знаю, или как в этом году брейк-данс ввели, Да, и у да, нас да, вообще полстраны не типа понимали. Да. это спорт. А, И это все про то, что мы просто не ценим Мгм. наших спайдерменов, которые вокруг нас ходят, да, Это всех вот точно. этих вот героев. И они получают свою толику вот этой вот славы вкусной, да, вот этот Мгм. десертик свой просто на Олимпийских играх каких-нибудь, да, потому что другие соревнования даже, может быть, не так освещаются. У Это Олимпийских игр точно. есть большая, мощная маркетинговая работа. Это Мы точно. даже если не в спорте, мы смотрим Олимпийские игры, да. Да. Другие, может быть, не менее сильные Прям соревнования. чемпионата Азии, Европы, Да, там и не наблюдаем мы не сильно. Да. смотрим, да, Мгм. ну, мы не виноваты, как бы у нас Мгм. жизнь у всех, да. И вот, получается, этот человек, он получает за, ну, например, да, Мгм. тот же самый Милад Карими, Мгм. да, гимнаст спортивный, он с 3 лет, бедолага, ну не бедолага, конечно, с 3 лет он гимнаст. С 3 лет его, там, не знаю, разминают, да, с 3 лет он получает травмы, он прыгает, скачет, переворачивается, там, не знаю. Никакого детства, да? Не Да, чисто в с спорте. 3 лет там эти художественные гимнастики, у них Мгм. вообще же как снизился порог Мгм. вступления в этот спорт, да? Вы посмотрите по утрам, если пройдете около всех этих Барс-арены и так Мгм. далее, там эти девочки, пигалицы, да, такие Мгм. маленькие, с этими маленькими пучками волос, Мгм. с кучей, там, не знаю, этих Инвентаря, да. инвентаря, Ага. да, обручи, булавы и Мгм. так далее, там, не знаю, в 6:30 утра идут куда-то. То есть это люди, которые с детства, по идее, Идут к успеху, да. посвящают Мгм. себя этому, Мгм. а получают минуту эфира, например, и Да. потом, может быть, журналисты у них, как у селебрити, возьмут интервью, Мгм. и дальше они опять идут в свой тренировочный зал. И вот эти девчонки, они даже не сколько чемпионов, а даже тех, кто получил поражение, даже их истории хотели рассказать. И они, в общем, они выбили финансирование, Мгм. они получили спонсорскую поддержку, они провели Ого. огромную работу, по Мгм. идее, да, потому что если сейчас посмотреть, книга бесконечно классного качества, то есть не тяп-ляп сделанная, Мгм. она твердая обложка, И всегда нету в бумаги, наличии, кстати. она, Только на да, заказ. она Только на нет, заказ. ее просто там, может быть, тираж был небольшой, Ага. 4000, и это мое, знаете, тщеславие, мое счастье, наверное, писательское, что ее раскупили. То есть у меня не было ни дня, чтобы коробки у меня дома стояли, и я ходила, всем дарила. Мгм. Сейчас и изначально, чтобы кому-то даже подарить книгу, я ее покупаю за свои деньги и Мгм. иду. И я жду, если я заказываю в Каспе, я жду. То есть мне повезло, что в целом книгу раскупили сразу. Это как бы мое счастье. Мгм. Но если вглубь идти, я счастлива, что разбудились сердца, получили Мгм. поддержку дети, да, родители, которые читают эти истории, потому что, вот я не договорила, девочки собрали деньги Мгм. и начали искать писателя. И давали задания всем этим писателям, Мгм. и вот им не нравилось, все было вот не Не по то, душе. да. Мгм. Я не знаю, с кем они имели дело, да, они точно так же искали иллюстраторов и так Мгм. далее. И вот мой пост, Мгм. абсолютно не имеющий отношения к спорту в целом, видимо, просто хорошо написанный, читаемый, Мгм. попался на глаза одной из этих девочек, и они меня пригласили на встречу. Мгм. Я помню, что я во время обеденного перерыва
закрыв папку госзакупщика, пошла в кафешку. Две девчонки молодые сидели, и мне вот говорили, что у них есть связи даже с теми, кого уже нет в живых. Бекзат Саттарханов, Денис Тен, например. Да, есть связи с действующими чемпионами, есть связи с бывшими чемпионами. И, в общем, давайте напишем их историю. Вау. А я подумала, что я никогда в жизни Не не сталкивались. смогу подойти близко к чемпионам, к спорту, да. И если у людей есть эти связи, мне просто любопытно, просто любопытно узнать, что было до того, как поднимаются флаги. Первым мне дали Дмитрия Баландина. Прям Это мурашки, знаете. олимпийский чемпион. Да, это олимпийский чемпион. И мне его почему дали именно, с него начали? Потому что сказали, что из всех чемпионов он хотя бы умеет интересно рассказывать. Потому что чемпионы, в смысле спортсмены, они же в целом тренируют мышцы, Это не точно. язык, да, Это то есть точно. они не могут выражаться интересно или доходило до того, что некоторые просто не могли ответить на вопросы. То есть ты задаешь им вопрос, они тебе ответят односложно «да», «нет». И ты потом сиди и думай, как мне из этого «да», «нет» сделать интересный сюжет, да. И было важно, чтобы было на реальных событиях, чтобы не было ничего такого, знаете. Придуманного или что-то свое от вас, да? Нет, все, конечно, будет от меня. Я же не могу себя убрать из этой истории, да, мои эмоции, вот эту вот подачу. Даже была то, как художественный вымысел там тоже был. Но имеется в виду факты, жизненные факты, да. И они не избалованы вниманием журналистов, чтобы было много интервью у них. Соответственно, и в целом они не все умеют говорить. И я ударилась сначала, когда вот с Баландином имела дело. В общем, это было очень классно. У меня в телефоне был чемпион. Да? Вау. То есть они мне сначала дали подготовленные от журналистов интервью. Я его читала, чтобы картинка вырисовывалась примерно. И потом я задавала уточняющие вопросы. Я думаю, он был немного сконфужен, когда я уточняла, а на каком этаже вы жили, какой район, что любила готовить ваша мама. Мне кажется, он думал, типа, какое это имеет вообще отношение к книге, да. Но я как писатель должна создавать все вот детали, эту атмосферу, да, чтобы человек, читая, даже по рыбным котлетам понимал, да, какая это семья. То есть в одной семье только бешбармаки кушают, да, и у них может быть tone of voice другой, да, там, а в другой там рыбные котлетки и 3 травки, например, да. Там уже совсем у тебя представления о семье другие, да. Поэтому все детали были важны, и я расспрашивала, и мне повезло, что вот эти девчонки мне всячески помогали, чтобы те тоже отвечали. Может быть, у тех тоже было, типа, зачем мы должны отвечать на этот вопрос? Бывало такое, что я, например, у Жанботы Алдабергеновой слушала ее интервью, читала все, что она сказала, и я чувствовала, что-то есть там, но она не говорит. Вот бывает же писательская чуйка какая-то, да, интуиция человеческая, может быть. И я просто просмотрела весь Инстаграм. Это просто колоссальная работа была. Да, ты на самые ранние публикации опускаешься. На самую первую, да. Ты читаешь все это, ты смотришь все закрепленные сторисы. Я подписывалась на всех них. Я просто как сталкер какой-то, да, знаю, маньяк такой. Все читала, да, чтобы найти. Вот найти, интересно, да, когда дрогнет голос, когда заблестит слеза. Потому что, когда у тебя чужой человек спрашивает, все мы говорим про успешный успех, все замечательно. Классно, да? Супер, да. Да, все хорошо. Да, были трудности. Трудности нас там делают сильнее, типа. Но вот то, что до сих пор болит, например, да, мне кажется, это вот надо искать. И тогда рассказ, он оживает, в нем появляется жизнь, боль настоящая, а не то, что мы хотим и позиционируем как-то себя или хотим транслировать. В общем, у Жанботы я почувствовала какой-то такой момент с отцом. То есть она говорила про маму, про братьев, да, в целом про родителей. То есть я понимала, что у нее есть вроде бы отец. А потом я, когда в самый низ провалилась, я увидела, что коллеги отца пригласили ее на какую-то там встречу, когда она стала чемпионом, короче говоря. То есть я понимаю, что факт отца
есть Мгм. коллеги даже у этого отца, Мгм. но об отце она ни слова не говорит. И я задаю вопрос, что с папой? Ну, может быть, я как бы лезу не в свое дело, но Мгм. что с папой? Она, наверное, была удивлена. Я не знаю, что она Мгм. чувствовала, потому что я же вот так глаза не вижу человека, Мгм. я слышу голос только. И буквально через 2 дня, что ли, не сразу, она мне ответила, он умер. И я Мгм. поняла, что это боль. И я ее почувствовала, да. И весь рассказ я вела как бы спортивный, но в то же время я туда хотела внести именно то, что это люди, это не машины, Мгм. они не, у них нет настроек, да, Мгм. прыгнуть на 15 метров, перевернуться на этих лыжах и спуститься как надо, да. Это люди, и у них есть боли. И, в общем, рассказ Жан-Батуэль Бергеновой про нее я в итоге закрутила на отце. То есть я сделала так, что ей вот этот вот образ аруак отца Мгм. дает какую-то внутри силу, что с ней Мгм. ничего не случится, потому что это один из самых травмоопасных видов спорта. Да, и такая хрупкая девушка Мгм. прыгает на высоту 15 метров, да, это 4-этажный дом. Обалдеть. Представляете, Мгм. на этих, на лыжах Мгм. должна там еще перевернуться, выпрямить ножки, ручки, Мгм. как будто бы все, будто бы мы не Так и ходим, мы все должно быть. летаем, да, Ага. это норма, как будто бы, Мгм. да, и приземлиться. Представляете, как у них крошатся колени, да, если ты не так Обалдеть. приземлишься, как у них там, не знаю, травм позвоночников, потому что она и вылетала лбом вверх, да, там, не знаю, вниз. Но прям таких катастрофических травм у нее не было. Она действующий чемпион, она до сих пор выступает, да. И я это так придумала, это я Мгм. придумала, такого, может быть, и не было, да, Мгм. что там ее отец, ну, как все наши папы Мгм. с детства подкидывают же детей, да, Да. и вот точно так же каждый ее полет, каждый ее вот этот поворот, Мгм. она представляет, что это ее отец, и его образ, его там, душа, аруа, ее подкидывает, и он сделает все, чтобы подложить под нее вот это вот, Что-то мягкое, да? да, чтобы Мгм. она точно не разбилась, Приземлилась. да. Ага. И это, ну, я считаю своим, как бы, как писатель, это Мгм. я внесла, да. Но по фактам она сама рассказала. И это, знаете, книга, которая и на реальных событиях, и в Мгм. то же время она дает поддержку. Мгм. Поддержку самим юным спортсменам, поддержку, может быть, не юным спортсменам, но которые уже выгорели, которые Мгм. уже не знают, ну сколько можно стараться, оно не получается, как Сметов, например. Он Это точно. выгорел так, что он звонил родителям и говорил, я Может, больше не да. могу, я хочу Мгм. бросить. И об этом я тоже писала, чтобы эти спортсмены не думали, что он какой-то не такой, если Мгм. он позволил себе мысль, что он хочет бросить это. Мгм. Да, что такое тоже есть, например. Да? Есть спортсмены, которые пришли в спорт 25 лет. То есть Мгм. нет такого, что если ты в 3 года тебя не записали, все, жизнь уплыла, да? Мгм. А, Никогда не поздно, да? да, Мгм. и каждый наш рассказ, а там 17 рассказов, я хотела показать разные эмоции, разные проблемы, разные испытания. У кого-то испытания травмы, Милад Карими, да, Мгм. когда им сказали, радуйся, если ты будешь человеком ходить, не то что спортсменом. Но несмотря на это, он вернулся, и он Мгм. это сделал, да. Вот травма с отцом, да, когда любимого как отца в юности ты теряешь. Травма выгорания, травма безденежья. Мгм. Там сплошь и рядом. У Сметова, например, да, не было настолько денег, что у него родители просто работали, чтобы за миску с мукой, Мгм. понимаете? А у них не было даже формы. И он так хотел форму, что тренер, увидев, что он перспективный, он горит он, да, Мгм. он находит ему в те времена дефицита, 90-е, Мгм. находит ему форму и дарит. Мать, увидев форму, она понимает, что у мальчика не может быть формы, Мгм. кимоно. И она начинает за ним бегать, чтобы избить его, чтобы вообще в мыслях не было воровства. То есть это был Тарас, Мгм. Тарас 90, мы представляем, да, 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 примерно, да. да? И она испугалась,
И я ее понимаю, я ее вообще не осуждаю, да, там, Мгм. потому что мы же все первый раз пришли в эту жизнь. Мы Конечно. первый раз учимся быть мамой, да, Мгм. и ты вот пытаешься, она вставала в 4 утра вместе с мужем и шли на рынок, да, Мгм. там, или работали, да, отец там, не знаю, строителем был, красил, ремонты Мгм. делал, она там буквально за чашку миски там готовила, убирала чужие дома, понимаете? И, конечно, есть страх, что ты упустил воспитание ребенка, Мгм. что он Вдруг куда-то не превратился, туда да, ушел. в Ага. какой-то преступника Мгм. малолетнего, да, конечно, я бы тоже, да, я бы хотел бы выбить всю эту дурь, да, Мгм. и в этот момент Ельдос плачет, а он как ребенок, он боится, что у него заберут просто кимоно, он дальше не смотрит, он плачет и клянется, что он это кимоно ему Не подарил украл, да. тренер, Ага. да, и она берет его, берет кимоно, идут не только его, Тренеру, у да. них еще двое братьев, им Ага. всем троим одно кимоно подарили. Мгм. Она всех пацанов берет, идет к тренеру, дает кимоно и говорит, украли? Мгм. Типа, просто скажите, я их просто прибью, короче Мгм. говоря, типа. И он такой, нет, я подарил, типа, они занимаются, они хотят, я хочу поддержать их, да. И она была в шоке от того, что кто-то может просто поддержать. То есть это тоже люди, которые не были в спорте. То есть мы Мгм. не знаем, в какой момент нас всех к спорту притянет, да, и притянет Ага. ли, но вот так их притянуло. И дошло до того, что сам Ельдо же по телосложению маленький, Да, да, он да. 60 килограммов, да, или 63 Мгм. килограмма уже И выступает по до росту сих тоже пор. невысокий. Да, Ага. а тогда он вообще был там метр в прыжке, короче Мгм. говоря, да, и хлюпенький весь такой. И чтобы его допустили на соревнования, та мать, которая запрещала им, да, которая гналась за ними, да, чтобы они, не дай бог, бандитами не стали, она, старшие братья брали свинцов, расплавляли свинец, Мгм. и размером спичечный коробок, короче, Мгм. его расплавляли, Мгм. притаскивали маме, и мама подшивала его под кимоно, потому что он же весит. А. И чтобы его вес был Был. необходимый, Ага. пороговый, чтобы он Мгм. прошел на соревнования. Ого! Да, то есть, Свои это, хитрости, лайфхаки. да, но я к тому, что любой родитель, тренер, да, он хочет поддержать, да, и Конечно. вот эта вот книга про то, как иногда странно, иногда не странно, но люди поддерживают. И Мгм. я думаю, это было бы помощью и для родителей в тот момент, когда уже заканчиваются все слова, Мгм. когда ты уже, там, твой ребенок 10-й раз проигрывает, да, Мгм. ты уже тоже уже устал в 6 утра возиться с этими хоккейными клюшками, я не Это знаю, и так точно, далее, с да. баулами. Да, и в этот момент ты понимаешь, что ребенку это нравится, но он уже сдается, потому что уже все, надоело проигрывать, да, у него же концентрация меньше у детей, да, к Мгм. целям. И в этот момент, чтобы он нашел те самые слова, те самые истории, чтобы он сказал, вот знаешь, там у Дениса Тена тоже было плохо все, Мгм. но он смог. У Ельдоса Сметова до 30 лет было все не очень, да, но Мгм. он стал чемпионом. Ладно, Ельдос Сметов, там очень много спортсменов, которые, я не знаю, когда уже, например, Винокуров, ему было 40 лет, Мгм. 39 лет, когда ему сказали, все, уже друзья, все им говорят, бросал жернжок, у тебя Мгм. уже все переломано, бедра не на месте, там, да, Мгм. ну, ты же уже в принципе можешь их бросить, вот и имя твое вышло, да, у тебя все хорошо, вот Мгм. зачем тебе это? А у него до сих пор не было золотой медали. Он Мгм. получает золотую медаль просто феерично в Мгм. 39 лет. Поэтому вот эта книга, она для каждого мечтателя, для каждого родителя-мечтателя, для каждого наставника-мечтателя, да, о том, что вот вообще нет никаких ограничений. Кстати, там же есть еще история паралимпийца же, Мгм. да, то есть природой у нее там все было хорошо, в 5 Мгм. лет ее сбивает мотоцикл, это Зульфия Габидуллина, Мгм. да, и все, и казалось бы, она сама говорит, у нас отношение было к людям в колясках как с жалостью, Мгм. что Как попросят будто бы что-то деньги, не так, да. да, Мгм. подаяние Мгм. просит, да, а она вот в этом как бы состоянии с этой коляской дошла до олимпийского золота в Рио. То есть нет никаких ограничений ни по Мгм. возрасту, ни Мгм. по спорту, ни по деньгам, ни по, там, не знаю, физическим Мгм. возможностям. И эта книга, это просто, ну, я ее обожаю не потому, что я ее Мгм. написала, а потому что я бы хотела, чтобы каждый, кто сейчас испытывает какие-то там, не знаю, вот прям уже долбится в одну стену, и Мгм. все, он уже все.
Вот в этот момент взяла и прочитала. Она вообще не для детей. То есть ее изображение как будто бы детское, да, но я думаю, что это был немножко даже такой маркетинговый этот, да, потому что у нас детям легче покупают. Да? То есть мы себе пожалеем, но ребенку купим, да. И был такой акцент, что ребенку ты будешь читать, и ты для себя тоже, может быть, что-то заберешь, потому что в каждом из нас есть внутри ребенок, есть мечта детская, которую ты закупорил на время, потому что не время. Потому что надо зарабатывать, потому что надо там, не знаю, быть бастаком, там, не знаю, оправдать надежды, ожидания и так далее. Родителей, близких. Да, поднять детей, например. А мечта, вон та, настоящая, детская, может быть, нецензурная, да, и вообще какая-то, ну, Вообще нереальная, утопичная, да, какая-то, да, ее оставим на пенсию. Вот на пенсии, когда все вырастут, вот тогда я этим буду заниматься. Даже то, что я хотела стать писателем, да, я же это закупорила и отправила на возраст пенсионный, думая, что сейчас я буду 60 юристом, лет, там где-то. с седыми волосами, у меня будет дом у озера, дети все вырастут, я никому жрать не должна готовить, а вообще ничего никому не должна, да, и я все для себя, да, и вот все свое тогда время, да. я начну писать. Но это очень долго. это очень долго. Непонятно, доживем, нет. Вот именно. И еще откладываешь жизнь, откладываешь свою мечту на сколько лет? На 50-60 лет? Ну это же у тебя жизнь одна. Я понимаю, если бы у тебя было много, да, в этой жизни ты ради родителей, ради детей, а вот в следующей ради себя, например. В общем, я думала, что я потом стану писателем. И это моя мечта, она начала реализовываться, когда я просто сказала, я не буду ждать. Ну, я попробую прямо сейчас. Если не пойдет, то окей, да? Нет, у меня даже нет такого, не пойдет. У меня пойдет. Типа, просто я начну сейчас, чем я буду потом начинать это все. И когда я писала эту книгу, я очень сильно испытывала препятствия на пути этой книги. И вот я это как вы с ними справлялись, вот с препятствиями? Я к тому и говорю, что эта книга не только детям и родителям помогает, она даже мне помогла. Я ее люблю, потому что она и мне помогла. Я писала историю Милада Карими. Я не скажу, что это моя любимая история, потому что она мне очень тяжело далась. Я узнала, что я забеременела. Это было неожиданно, и я думала, господи, я же только развернула тут такую мощную деятельность. Наконец-то атом Шахабастада. Да, я начала там хоть чувствовать, что да, я нашла свое, у меня получается, у меня идут договоры, да, на там, написание разных вещей. И тут я узнаю, что я беременна. Я рыдаю, я искренне рыдаю, потому что мне казалось, что ну все, меня опять откидывают в декрет, короче говоря. И все, писательство отменяется, да? Да, но у меня же договор, то есть я же не могу теперь договор расторгнуть и оплачивать эту стоимость всех вот этих штрафов за то, что я подвожу. Да. Таких денег нету, поэтому я должна в любом случае написать эту книгу. И чем больше я смотрю видео всем, как этот гимнаст крутится, у меня внутри все крутится, это токсикоз, да, я просто лежу около ванной своей, унитаза, ничего не могу делать, и я думаю, все, я расторгаю. Ну, у меня в депозите есть там деньги, муж мне поможет. Ну, типа, главный ребенок, да, я расторгаю эту историю. Значит, не судьба. Следующую книгу напишу. Я помню, как я такая лежала, скрюченная, да, мне так было плохо, а потом я думаю, да всем им было плохо. Всем. Я уже написала 6 историй, мне осталось 11 историй, да, почти половина, да. То есть если бы каждый из этих чемпионов в определенный момент сказал, все, это не моя история, да, я устала, мне больно, мне плохо, и все, мы бы их не получили бы. То есть это всегда про преодоление. У всех на своем пути есть сложности, да. У вас, как у руководителя проекта, наверняка есть какие-то сложности, у оператора есть сложности, да, и у меня есть сложности. И вот чемпион — это тот, кто прошел это, который просто стиснул зубы и сказал, а нет, прорвемся дальше. И мне сильную поддержку сами эти чемпионы своими рассказами, то, как я их написала, смотивировали меня вернуться, потому что я прочитала все 6 историй, я поняла, что они классно написаны, и я хочу, чтобы они вышли, но если я расторгаю договор, то они не выйдут. Да, и в уважение того пройденного пути
и с мечтой на то, что я хочу в итоге добиться, я просто поняла, что сейчас мы работаем. Просто Мгм. без эмоций, Мгм. без какой-то там, не знаю, жалости к себе, Мгм. без торга. Ты просто сейчас работаешь. И я написала ее. Я написала с вот таким животом. Мгм. Прям на моем животе лежал компьютер, Мгм. и я его там Ага. писала. И я рожала и ребенка, и книгу почти одновременно, Ого. получается. И я ее, знаете, я ее выносила. То Мгм. есть я туда вложила всю душу. И в тот момент, когда она вышла, я, то есть, не проронила ни Мгм. слезы, ничего, да. Все сдала, я выдохнула, и она даже вышла, мне было все нормально. Хотя это была моя первая книга, да. Мгм. Я ничего, я как будто все еще была вот В в процессе, режиме, да. да, Ага. держимся, Мгм. мы работаем, да. Мгм. И когда, в общем, ну, за день до презентации мне Мгм. сказали, надо снять какой-то там ролик для рекламы, видимо, Мгм. да. И в этот момент, когда я поняла, все, только ролик, Мгм. все сделано, я рыдала вот просто вот так вот. На меня все это нахлынулось, Мгм. весь путь, который я прошла. Ведь путь, на самом деле, это была не просто эта книга написать, а путь начинался куда раньше, когда я посмела уйти с работы. То Мгм. есть И сказать бай-бай, ребята. Мгм. да, и ты уходишь же не так, что ты рвешься, это, Мгм. да, там ругаешься, и назад пути нету, да. Ты же с хорошей среды уходишь, с Мгм. хорошей зарплаты уходишь, да. Ты просто уходишь за мечтой, Мгм. в неизвестность, где нет никаких гарантий, получится у тебя, не получится. И мы видим много историй успеха, когда люди уходят, но мы знаем столько же историй, когда ничего из этого не Это точно. получается. Мгм. И история начинается Мгм. тогда, когда ты ушла, когда, Переломный момент, да, какой-то да, определенный. Вы когда ты, принимаете серьезные решения, что да, вот либо так, когда, либо не так. и Ага. вот эти вот решения, они же не одноминутные, то есть ты же в Мгм. процессе их, да, то есть бывает так, что у тебя дома, я не знаю, накаляется обстановка, Мгм. потому что дети маленькие, да, Мгм. у тебя обязательства по дому, Мгм. и ты такая сидишь с компьютером, а я пишу, да, то есть это вызов, как бы Мгм. вызов для казахской семьи, начнем с Это этого. точно. Это вызов для себя, потому Мгм. что писатель это, блин, Толстой, Мгм. Абай, Достоевский, да, ну то есть вот такие вот мужики, вот такими бровями, там, не Мгм. знаю, бородами. Мгм. А тут я, о чем мне писать? Я Мгм. вот думала всегда, о чем тебе писать? У тебя ни опыта нету, ни Мгм. травмы нету, ни какой-то там измены нету, да? Ну, чтобы была какая-то трагедия в душе, Боль чтобы, да, какая-то, да. да. Ага. А тут у тебя все нормально. Ну, о чем ты будешь писать? Мгм. Кому это будет интересно? А потом я поняла, что не обязательно покорение Эвереста, не Мгм. обязательно быть там миллионером, чтобы писать там 7 навыков успешных людей каких-нибудь, да? Мгм. Достаточно писать то, что близко каждому. Мгм. Вот. Это даже лучше, наверное. Не каждый полезет на Эверест, Мгм. но вот эти вот про преодоление, про внутренние конфликты, про просто элементарное желание уйти из кухни каждой Мгм. женщине, это близко. И об этом тоже можно писать. Нельзя обесценивать даже простое Мгм. счастье, там, простые успехи. Вот ты Мгм. сегодня смог уложить детей спать, посвятить себе время, приготовить ужин. Мгм. Не обесценивай, это тоже Эверест. Потому что завтра у тебя это не получится. Завтра все пойдет, бардак будет Мгм. вообще, ничего не получится. Да? И вот писать о простом, это тоже Нужно уметь. Не нужно каждому уметь, дано, да? и это тоже ценность. Мгм. Простое — это тоже ценность. Не обязательно ракету создавать, не обязательно писать только про Илона Мгм. Маска. Можно написать и про вас. Я уверена, Мгм. что если сейчас я узнаю, а я прям хочу узнать вашу историю, то там найдется очень много жизни. Мгм. И можно написать о каждом человеке. Не обязательно чемпион, он не чемпион. Мгм. Но история чемпионов, она заразительна, Мгм. что он тоже был простой. Он тоже вышел с Тараза, с Мгм. Петропавловска, да, вот наш родной. Там, не знаю, он писал в дневнике какие-то записи, переживал, почему у него не получается. Там, я не знаю, она влюблялась, Софья Берульцева, да, в Мгм. маленького мальчика, она его била постоянно, чтобы он на нее обратил внимание, она стала лучшей каратисткой сейчас, Мгм. да. То есть истории, они везде, они вокруг, их просто успей собирать, Мгм. и не нужно искать особенную историю, они Ага. все вокруг.
Ну, это очень круто. Выходит, вы написали книгу, чтобы смотивировать других людей, и в конечном итоге и смотивировали себя в Да, первую очередь, да, а потом только вот да. всех других. И Ага. сейчас даже те, кто прочитает, я уверена, что смотивируются на Мгм. свои цели, на свои мечты. Ну, классно. Вообще, у меня прям мурашки, честно. Вот я все это Да. слушаю, думаю, блин, это так круто. Но, наверное, это больше про труд, а не про талант. Да? Сейчас говорят, что вот талантливый человек, там, талантливый во всем и так далее. Как вы думаете, вот 99% работы же это труд, это же не про Конечно, талант? конечно. Но я как бы буду слишком, наверное, Мгм. самонадеянно сказав, Мгм. что я талантливая. Мгм. А, Но я, конечно, могу отличить, например, то, что пишет писатель Мгм. или талантливый человек от того, кто к письму не имеет ничего Мгм. близкого, да. То есть, наверное, есть понятие и таланта, и Мгм. есть понятие, там, не знаю, образованности, Мгм. может быть. Ну, хотя Мгм. нет, я даже не знаю. Бывают люди, которые пишут с ошибками, но интересно, да. Мгм. Но чтобы стать писателем, как овладеть любой профессией, это Мгм. труд. То есть я понимаю, Как вот и стать чемпионом. да, то есть Мгм. бывают дети гибкие от природы, но мы же Мгм. не можем это как Тоже бы, убрать, да, да. Ага. то есть родился ребенок, он в шпагате лежит, телек смотрит, например, Еще да, без проблем, да. да, Ага. или он постоянно крутится, например, вокруг своей оси, прыгает, 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 ну, ловкий такой вот весь, Мгм. да, или музыкальный слух, ну, вот услышит когда-нибудь музыку и ходит, поет, Мгм. вот я не умею петь, да, и если я начну работать в этом направлении, то, вероятно, я Мгм. могу добиться чего-то, да, но я не стану Димашем Кудайбергеном, Мгм. да, то есть я не обесцениваю талант, Мгм. но чтобы этот талант вылился во что-то, Мгм. это реально надо работать. Мгм. И вот не знаю, как насчет других, но я убеждена, для Мгм. писателя нет понятия вдохновения. Мгм. Вдохновение это, знаете, что-то такое эфемерное, Мгм. Что-то придуманное. Ага. отмазка не Ага. делать, Мгм. получается, работу. Потому что мне кажется, что нужно пахать, нужно Мгм. работать. Это дисциплина, это тренировки. Мгм. Да? Я знаю, что вот бывает такое, что я открываю книгу чемпионов, и так случайно падает на Мгм. какой-нибудь абзац, и я читаю и думаю, о боже, как ужасно. Мгм. Закрываю и даже дальше не читаю, типа кошмар какой. Следующая моя книга «Среди мартовских вьюг Мгм. вспоминай», она про генерала. Ее читаю, и я все меньше вижу ошибок. Мгм. Я знаю, что моя третья книга, которая тоже скоро должна выйти, она Колоссальная будет работа лучше. ведется, Да, да, то в есть любом это же случае. тренировки. Анализ И это какой-то, да. всегда Ага. следующее будет лучше предыдущего. Мгм. Это просто э, закономерность такая. Мгм. То есть сначала ты не можешь сесть на шпагат, потом ты в шпагате прыгаешь, например, Мгм. да. Сначала ты не можешь написать там 3 строчки, завтра 3 строчки в минуту ты пишешь. Мгм. Это все про тренировки, а тренировки это дисциплина. Мгм. Вот ты вот должен заставить себя каждый день, ты пишешь. Неважно, дома срач, бардак, дети болеют, Мгм. ты не в настроении, у тебя там той какой-нибудь, да, Мгм. это все не важно. Ты просто даешь перед собой обещание. Ты работаешь, А ты вот писатель. здесь такой момент, есть же еще то, что вы можете выгореть. Выгораешь А, тогда, когда ты ничего не получаешь в ответ. ага. А А, как вы справляетесь, вот когда вы идете в ресурсе, в потоке, вот выгорели в процессе? Я вообще не выгораю. Ага. Ну, я Ага. могу устать, Мгм. но выгораешь, это же когда ты не можешь этим заняться Мгм. больше, да? Я, может быть, еще в такой не впадала, может быть, Мгм. да? Может, у меня бывает выгорание, но они такие эпизодические. Мгм. Но я, Моментами, да? да, но я уверена, убеждена прям в том, что если ты получаешь в ответ энергию, то тебе невозможно выгореть. Это А как я это баланс. Мгм. получаю? Я веду блог. То Мгм. есть я так представляю, если бы я была просто писателем, да, я писала бы книгу, вот я отдала его читателю, получила Мгм. первые эмоции, да, и все, я должна писать следующую книгу, чтобы Мгм. получить следующие эмоции. Конечно, ты выгораешь, потому что вот это вот, как это Обратная связь. тяжело, да, ты Мгм. получаешь эту обратную связь, там, не знаю, лишние комплименты своему Мгм. творчеству, ты соизмеряешь с миром, да, а вообще Мгм. как вам там, залетело? Там, Пойдет или не пойдет? пойдет, да, Ага. вот сейчас легче, то есть я не Мгм. знаю, как раньше жили, там, не знаю, Пушкины, да, Мгм. может, из-за этого бедолаги, они все эти вечера и балы посещали, да, чтобы хоть узнать, что Мгм. там, надо, но сейчас есть блоги, Мгм. инстаграмы, там, не знаю, фейсбуки и так далее, где ты можешь сразу получить обратную связь. Вот Мгм. в тот момент, когда ты чувствуешь, что все, я устала, Мгм. ты получаешь какой-нибудь комментарий прохожего.
Да, типа, я прочитал, шикарно. Там, я прочитал, я плакал на каждом рассказе. Или я так смеялся, или это про меня. Вот эти вот слова тебе не дадут выгореть, потому что ты вот только ты откидываешься, как тебе кидают этот канат, и ты такая взбираешься в него. Не-не-не, все нормально, мы дальше работаем, да. Потом я не могу выгореть, потому что у меня дети. Они маленькие. В тот момент, когда я устаю, ну вот просто уже глаза не видят, не хочу. Вот, понимаешь, не пишется мне, да. Я могу понюхать своего ребенка, да, которого особо я и не нюхаю, да, там, не знаю, пообщаться со своим подростком, да, поругаться с подростком, да. Ну, в общем, ты можешь фокус свой убрать и вот ту жизнь пожить, получается, да, и всегда возвращаться. Мне кажется, выгорают те, у кого рутина. Вот, Одно и то же, да. да, я выгорала, будучи закупщиком за 5 дней. Потому что, да, одно и то же. Это вот, знаете, приносят документы, ты должна это вбивать, например. Да? Как Я белка в колесе, да? Да. Просто без остановки. И это каждый раз повторяется за небольшими там сложностями, которые разнообразят твою жизнь, да. В целом это одно и то же, и от этого, конечно, выгораешь. Я же каждый раз выбираю новых героев, вообще пишу о разных вещах, да, то есть из-за этого я не успеваю выгорать, потому что я каждый раз в новом мире. И, ну, возможно, есть кто выгорает, да? Я не говорю, что это ненормально и так далее, да? Просто если ты получаешь обратную связь, и поэтому нужно хотя бы вести блог, наверное, как-то общаться с читателями. Я вот организовываю творческие встречи в тот момент, когда мне нужно опять поверить в то, что я писатель, я все делаю правильно. То есть я встречаю с читателем, просто мы сидим, пьем кофе. И А не как то, нужно что попасть туда? А я в своем блоге пишу. То есть там не так, что они там меня расхваливают, да, мы можем просто болтать о вас даже, да, и я в этот момент собираю информацию. Со мной вообще опасно разговаривать, да, потому что вы можете стать персонажем моей книги, сами того не ведая. И дома такая, это же про меня. Да, только имя поменяю, ладно, да, а так в вашу жизнь. И я так боюсь сейчас выхода скоро 3-й книги, где она про женщин. Потому что там много про моих женщин знакомых, и я их не предупредила. Не все себя, да? Да, я их не предупредила, но имена поменяла. Но в целом сложно выгорать, если ты каждый раз находишь себе развлечение. Ну, супер. А что можете посоветовать, там какие-то инсайды для молодых авторов, которые только пришли, там вдохновленные, горят глаза, вот напишу там супер бестселлер, который будет В общем, продаваться. я бы вот сказала, это марафон. Марафон длиной в жизнь. Не получится написать вот одну задумку и все. То есть нужно приходить в любую профессию, ну, по крайней мере, ладно, в писательство, скажем так, да, с терпением, вот чтобы накачанное было терпение. Вы можете написать 101 гениальный, на ваш взгляд, рассказов, да, но они не стрельнут, потому что читатель, может, не готов, может, вы не так еще подали, да, и вот, но 102-я стрельнет. Это про терпение, а терпение, нам несложно терпеть, когда мы любим это. То есть это же абьюзивные отношения, я сейчас подумала тогда, когда ты не уйдешь из этого, потому что ты просто любишь это, да, и ты каждый раз ты хочешь этим заниматься. Совет бы я дала вот не ждать быстрых результатов. Это не как похудеешь за 2 недели. И то, по-моему, это чуть-чуть нереально. Это нереально. Я же говорю, это не про то. То есть ты никогда не похудеешь за 2 недели. Ты за месяц, за 2 месяца не похудеешь. Вот если ты правильно, в долгую хочешь похудеть, ты берешь как бы дистанцию прям большую и равномерный темп. Вот просто молча бьешь в одну точку. Точно так же и с писательством. Это история надолго. И ты просто идешь и пишешь. Потом твое писательство не должно зависеть от мнения кого-то. То есть, ну, например, не всем нам нравятся одни и те же певцы или одни и те же писатели. Да? На вкус и цвет, как говорится. Да, и если вам кто-то сказал, что, все, кончай баловаться, начинай зарабатывать нормально, Адамша, по-взрослому давай играться уже, да? Там серьезные профессии и так далее. Да. И вообще, зачем ты учился там на медика, например, 25 лет? Вот и это вот все прекращай. Да. Не надо. Прям не надо.
Если вам это нравится, будьте тем чудиком, который, возможно, найдет своего читателя, ну, не сейчас, а потом, да. Может быть, и вам надо свое, чтобы этот талант улучшался, там, не знаю. В общем, не слушайте. Не слушайте и не максимально. Или окружите себя теми, кто вас поддерживает, кто скажет, что, блин, классно пишешь. Потому что когда ты только-только оперился, да, так легко твои крылья срезать, и не надо. В общем, доверяйте себе внутри. Если вам это нравится, вас не должно волновать мнение других. У вас будет свой читатель. У каждого товара есть свой покупатель, у каждой книги есть свой читатель, у каждой музыки есть свой слушатель. Если я не слушаю какой-нибудь тяжелый рок, да, это не означает, что нету этого направления или нету этих там, музыкантов. Да? Они есть, у них есть своя аудитория, и вы найдете свою аудиторию. Затем я бы посоветовала обязательно вести насчет аудитории блог. Вот у меня много коллег-писателей, пишут прекрасно. Настолько прекрасно, что в этот момент я самоуничтожаюсь. Вот умеют же люди писать, а ты опять не умеешь, короче говоря. Но они не ведут блог. И мало кто о них знает, да? Никто о них не знает. То есть их знают их родственники. Ваши родственники вас и так будут знать, даже веди ты блог, не веди блог, да? Не нужно, или есть писатели, которые ведут блог, ну, ведут блог для своих, естественно, да? И там, знаете, там смайлики 3 штуки, там какой-нибудь отдых, да, что-нибудь такое выставляют. Или кто страдает гордыней. Блог. Эти блогеры типа малообразованные, да. Типа, а я писатель, я это что-то на другом уровне, да? Но вообще раньше даже писатели известные, да, тот же самый, например, Толстой, они писали не целиком же весь роман «Война и мир» или Анна Каренина, да, они писали по страницам, и им журналы платили за страницы. И они иногда, иногда там прям, я читала эти истории, потому что дописывали, по ходу уже писали, получается. Не так, что они готовы продавали по странице, да? Они вот писали, оно издавалось. Чем это отличается от нашего Инстаграма сейчас? Да? То есть мы тоже пишем посты, незаконченные. По одной странице. По одной теме, да, например. Точно так же они отправляют буквально часть романа, потом у них вечера, да, там играют во что-то, там просто общаются, чаевничают, да, и они это обсуждают. То есть не надо пренебрегать Инстаграмом, потому что ты настоящий писатель, да? Или есть такие писатели, которые на заказ не пишут, типа, как на заказ, они считают, что настоящий писатель должен в трущобах умереть от голода, чтобы потом... И никогда не зарабатывать. Не зарабатывать. Зарабатывать плохо. Да? Иначе ты так душу дьяволу отдаешь и продаешь свой талант. Короче. Писать без души вот никак ты не можешь писать. И тем более, когда ты книжку подписываешь своим именем, то ты как будто бы все, ты несешь ответственность за то, что там написано. Я свое имя не на полу нашла, да? Я его ношу вот как свою главную ценность, да? И я не могу написать что-то без души. А про оплату всегда платили. Просто кому сколько. Достоевскому 50 рублей за страницу, Толстому 500. Почему? Потому что Толстой так себя позиционировал, да? А Достоевскому было все равно, потому что он все равно их проигрывал в игорном своих этих развлечениях. И сейчас нет такого понятия, знаете, ну, как есть, конечно, но они не пользуются тем успехом, как раньше, как литературные журналы. Да, и не у каждого писателя есть доступ к издателям. Не каждого писателя даже знают, да, в том же там Министерстве культуры какой-нибудь, да, чтобы там, не знаю, спонсировать эти книги. И единственный доступный способ для каждого писателя — это открыть блог. В этом нет ничего плохого. Это твое общение с аудиторией, с читателем, да? Это твое телевидение, твой литературный журнал, да? Если надо, это твоя книга. То есть люди читают. А чем отличаются книги от постов? Да ничем. Если ты пишешь качественно, ну ничем не отличается. Да? Ты точно так же напишешь книгу, точно так же ты пишешь посты. Но зато, во-первых, ты получаешь обратную связь.
обратная связь окрыляет тебя, ты понимаешь, что ты в правильном направлении двигаешься, что ты умеешь писать, или что ты понимаешь интересные темы. Затем а, сообщество организовывается, люди видят, что и тому нравится, и этому нравится, они начинают тебя Комьюнити, да. подхватывать, да, то есть тебе легче дотянуться до издателя, чем если ты будешь писать сам с собой, один на один, когда Где-то в даже подвале. родители не знают, что ты писатель. Соответственно, они тебе будут говорить: займись взрослыми делами. Да. Ну, то есть не верят в твое писательство, потому что у тебя не хватает смелости заявить об этом. Вот я бы посоветовала всем начинающим Проявляться, да. писателям, да, это не плохой тон иметь блог. Вот вообще неплохой тон. Писать не 3 смайликами и странной фотографией на рассвете, да, а вот прям писать, писать, писать. И относиться к писательству с уважением к этому труду. Это труд. Точно такой же, как пахать поле. Да? Точно такой же труд, как там, не знаю, госслужащие идут на работу, да? С утра встают и идут, да? Почему писательство это не точно так же? То есть вы точно так же должны знать, неважно, вот госслужащие, да, ходят же на той, но они же ходят по вечерам, то есть у них есть работа. Писательство это тоже работа. Не пишется тебе, редактируй то, что ты написал. Тоже это полезно, это время требует, ты сейчас уже начинаешь. Потом не нравится, да, ты продолжай писать. Отредактировать легче, чем написать. Да? То есть не обязательно сразу думать, что с первого листа выйдет шедевр. Да? Не факт вообще, да. Но, возможно, и выйдет, да. То есть то, что вы обесцените, потом перечитываете и понимаете, что это получилось. Нет хуже вот этого вот невротического перфекционизма, когда одно слово ищешь вот в этих муках 45 дней и выдаешь ее, и из-за этого слова надо менять 3 страницы до того, как ты написал, да. Это надо писать, 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 много, 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 много писать, и тогда вы увидите, что следующие слова, брошенные вами, они будут как кошки, которые, как бы ты их ни бросил, они приземляются на лапки. То есть как попало, там не пойдет. И это чистая тренировка. И не нужно думать, что вот первая книга, вот написано, это все, это предел ваш, что вы не сможете сказать еще свое слово, да, что вас будут судить только по этой одной книге. книге, Да. Нет, это просто первая книга. Это может быть как первый класс. Это может быть та самая книга. Мы никто не знаем. Это же история вашей жизни, она никому не известна. И вы никак не можете этот процесс контролировать. Может быть, это получится настолько бесцензурная, там какая-то искренняя, исключительная, чистая вещь, что и с ошибками, и с не теми запятыми, и с какими-то нелогическими связями она все равно найдет своего читателя. А возможно, она будет ни о чем вещь. Ну, ничего, следующая книга, она будет явно на шаг лучше, чем предыдущая. Так все работает. Поэтому никого не слушать, резюмировать, да? Никого не слушать, быть преданным, отводить нужное количество времени каждый день, не насиловать каждое слово, проявляться в блоге. Вот, наверное, так. Ну, очень круто. По-моему, эти инсайты можно будет использовать. И завершающий, наверное, вопрос. Топ-3 книги, которые вы можете посоветовать, не знаю, молодым авторам или ребятам, которые пришли в общественную деятельность или хотят проявляться, чтобы вот что-то они могли взять оттуда. Нет, я такое не смогу сказать, потому что ну, это разные, наверное, жанры. Я думаю, что писатель, который пришел в это, у него уже есть свои топ-3 и топ-10, и это зависит от жанра. То есть, если человек любит писать детективы, он никогда не будет читать Дину Рубину, например. Да? А я вот обожаю Дину Рубину, но мне вообще фэнтези не зайдет, и мне не интересно будет, даже если мне скажут, это лучшая книга времен, я ее не смогу прочитать, потому что в целом я не люблю фэнтези, да, там плавающих драконов или летающих. Поэтому нет, такого я не скажу. Скажу просто про себя. Да? Я люблю читать Дину Рубину. Когда я первый раз для себя открыла, я прям помню эту картинку даже помню. Я лежала, кормила грудью 3-го ребенка. И эту книгу мне мама сказала, ну, почитай. Потому что я у нее в библиотеке, у моей мамы есть библиотека, сказала, я не могу, у меня нет времени читать романы, потому что у меня дети. Да? Вот рассказы, сборник рассказов, да, вот чтобы прочитал и все.
И она мне дала Дину Рубину. Я вот так вот за одно кормление ребенка прочитала один рассказ, обрыдалась, обсмеялась. Я за 2 дня прочитала, может быть, 2 рассказа, и я поняла, Дина Рубина — это мой писатель. Я хочу писать как Дина Рубина. И с этого момента даже и появилось то, что все. Теперь я буду это делать. Я прям ездила на встречу с Диной Рубиной в другой город, и покупала билет. Там у меня есть ее автограф. Ну, в общем, я фанатею так примерно, как люди от Backstreet Boys. Это такая старушка-еврейка, которая еле стоит на сцене с такой вот бедрами огрометными, да, но я ее обожаю. Фазиль Искандер тоже обожаю. Мне нравится, ну, я уже наблюдаю за тем, кто мне нравится, например, кого я читаю. Это люди, которые пишут об обычном, о простом, о знакомом, о рутинном, о том, что происходит буквально за соседней стенкой, да. И они это пишут вот прям с таким иронией, сарказмом, юмором. Это так тонко проходит, да, что ты после этого так вот сидишь, да, и улыбаешься. То есть я не люблю, когда все заканчивается плохо. Или описывают каких-то маньяков, там, не знаю, какое-то там убийство, я не знаю. Да, когда после этого ты такой сидишь, короче, да, на тебя все вот это вылили, все человеческое говно, да, вот это вот все разложение общества, вот все плохо, коррупционеры, там, не знаю, неучи врачи, убили, изнасиловали, вот это вот все, да. Я хочу, чтобы книга после себя оставляла вот это вот светлое что-то, да, что ты хочешь быть чуть лучше, чем ты есть. Ты веришь, у тебя появляется вера, что все хорошо, что даже за тем маленьким столом, там маленькая семья, у которой, может быть, не так много достатка, но они семья. Да? Или наоборот, затем богатые люди какие-нибудь, да, они тоже хорошие. То есть не было вот такого, ну, нас же любят иногда там, не знаю, богатые плохие, бедные святые, да? Нет, чтобы во всем были люди. Люди, их переживания, там, не знаю, любовь, сострадание. Я недавно на Кушпедлер, когда ходила, я видела просто буквально маленькая зарисовка, да? Ребенок проиграл Байгеде. Там же маленькие дети же, да? И другой ребенок побежал и его обнял вот в этой конюшне, да? Это просто зарисовка, но внутри какое-то вот светлое, да, что не пропащие мы люди не пропащие. Еще не все потеряно. Да, да, все у нас впереди, пока есть вот это сострадание, когда маленький ребенок поддержит маленького ребенка, когда мужчина поддержит мужчину, да, женщины, когда друг друга поддерживают, когда там нету вот этого вот ничего глобального, а все на уровне доступного. Вот ты в своем доме уже творишь историю. Ты, воспитывая ребенка, творишь историю. Да? Ты, влюбляясь, творишь историю. История везде. Вот что-то вот такое мне близко, я это читаю, я хочу так писать. Но я не знаю, другие авторы что читают и что хотят писать. Сколько авторов, столько людей, столько и мнений. Да. Я очень вдохновленная, замотивированная дальше работать. Там, если все мы создаем историю, значит и я делаю какую-то историю, хоть Да, и нахожусь в каком-то вас есть эта рутинном история. процессе. Вот если бы это интервью было не в мою сторону, а в вашу сторону, да, я уверена, у вас была бы очень классная история, в котором были бы и моменты, где вам будут сопереживать, и моменты, когда вместе с вами будут улыбаться и будут плакать на ваших, там, не знаю, на вашей свадьбе или на дне рождения вашей мамы, да, там надо просто поискать, где. И каждая ваша проблема, она наоборот делает ваш сюжет интересным. Какой-то изюминкой, да? Не просто не так. интересно, когда все гладко, все классно, да? Все супер. На этой прекрасной ноте мы завершаем наш подкаст. Надеюсь, 1,5 часа вашего времени будет очень продуктивным, и вы для себя возьмете инсайты, которые будете применять в дальнейшем, как говорится. Нас посмотрит, допустим, 3000, 5000 человек, хотя бы 5 из них для себя что-то возьмут, это значит, не зря это было сделано. Да. И даже оператор, который вынужденно слушал, я думаю, да, или вы, например, да, я думаю, что все не зря.
Я просто Каждое влюбилась в брошенное вас, слово не честно, зря. просто влюбилась. И обязательно буду читать ваши дальнейшие работы, что будете Классно. издавать. Буду следить за вами в Инстаграме Мгм. активно, как Мгм. Аида. Аида, спасибо, что взаимодействовала нашему сотрудничеству. И у нас есть такой маленький презент от нашей организации. Естественно. Хорошо. Вот такой вот термос. Как говорится, мы работаем на бренд, да? Мгм. Хотим делать историю. Мгм. Нашей организации такой термос для вас, чтобы вы носили. Жасулан? Да. Это не вот эти вот, типа, пионеры? Да. У меня дочку посвятили на днях в Жасулан, теперь и меня посвятили. Супер. Я И все еще что? молодая, типа. Вот теперь вы в наших рядах Не официально. говорите, ага, Рахмет. Носите в удовольствие. Благодарим вас за сотрудничество, что согласились, уделили свое время. Как мы знаем, время — это самый главный ресурс Да. человека, и его не купить, не вернуть и ни у кого в долг не взять. Да. И желаем вам успехов, благополучия в вашей семье. И пусть у вас все будет хорошо. И как бы это ни звучало, будьте богатой писательницей. Это же очень важно с коммерческой Конечно. стороны. Если ты не И- будешь думать, чем кормить детей, и можешь реально только работать, это же счастье. Это точно. И надеюсь, ваша история и данный подкаст даст мотивацию нашим ребятам, молодым авторам. И благодарю вас, подписчики, то, что следите за нами. И мы всегда на связи. Все контактные данные, узелы, страницу, там ссылка на книгу, где можно приобрести, мы обязательно прикрепим. Всем спасибо большое. До новых встреч. Пока-пока.